Осталось несколько дней до празднования Мархаш. Жители готовятся к торжеству. В магазинах и на рынках ажиотаж. Этим пользуются предприниматели, и под активный спрос повышают стоимость товаров. И здесь на выручку потребителям организованы сельскохозяйственные ярмарки. Одна из таких прошла сегодня в Магасе. Кто-то закупается овощами, другие сладостями, а некоторые стараются запастись яблоками из сада «Гигант». Мягкость различна? Пока 70-80 Яндери, Плиева, Кантышева. Здесь можно встретить жителей со всех населенных пунктов Назрановского района. За качественной продукцией по выгодным ценам выстраивается живая очередь. Ага. А тикет кто? 450, да, 380 там Ярмарка реализует продукты первой необходимости дешевле рыночной цены на 15-20%. Свой товар в ассортименте представляют ГУПы, крестьянско-фермерские хозяйства и агрокомплексы. Продовольственные ярмарки помогут населению закупиться не только дешевле, но и приобрести свежую и экологически чистую продукцию. Такая возможность порадовала местных жителей. Глава региона изначально поручил провести Минсельхозу во время Рамадана 9 сельхозярмарок. Затем было решено продлить серию распродаж к празднику. Махмуд Али Калиматов предложил организовать еще 3 площадки для реализации продуктов питания первой необходимости. Мы захватили сегодня Назранский район. Завтра будет Малгобекский район. Это в районе, в центре, где базар, где строится большая мечеть. Там будет очередная ярмарка. Завтра с 9 до часу. И следующее, 19 числа, это среду, будет авторынок, где автомобильный. Там, в Сунжинском районе, город Сунжин, мы проведем послезавтра. Минсельхоз к праздничному ажиотажу был готов и представил порядка 250 тонн продукции, чтобы товара хватило всем покупателям. Завтра ярмарка пройдет в городе Малгобек. Микаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхабил Акиев. Новости 24.